Добрый вечер. Сегодня 558-й день аннексии Крыма. Время новостей. В эфире «Заман». В суде Армянска состоялось 5-е судебное заседание по делу крымско-татарского активиста Таира Смедляева. Рассмотрение дела снова отложили уже на 22 сентября. Позицию местного прокурора по дебатам будет определять республиканская прокуратура. Активиста, который принимал участие во встрече экс-главы Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева 3 мая в Армянске, арестовали 22 октября. В декабре ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на поручительство. Смедляеву грозит до 5 лет лишения свободы. Представитель прокуратуры, заслушав заседание обвиняемого, будет совещаться со своим руководством в Симферополе, в какую позицию ему занять на прениях, а потом уже прения. То есть еще как минимум 2 судебных заседания. Родственники арестованного по делу 26 февраля крымчанина обратились к Путину. Семья Али Асанова, отца 4 детей, просит российского президента освободить заключенного. Жителя села Урожайного в Крыму Али Асанова арестовали 17 апреля. По версии следствия, он был участником массовых беспорядков, которые произошли 26 февраля 2014 под зданием крымского парламента. Дочке очень тяжело. Хозяйство, дом. Все на ней. Пожалуйста, будьте сердечным моим детям. Пожалуйста, прошу вас. Помогите, очень прошу, сильно прошу. Как им тяжело, моим внукам. Им тяжело. Я сильно прошу. Поймите, мамины слезы тоже. Скандал в Крыму. Ялтинские учителя устроили алкогольное застолье прямо в школе. Это видео в сеть выложил местный блогер Сергей Писарев. По его данным, застолье организовали в честь дня рождения директора 7-й школы. Администрация учебного заведения и учителя крайне агрессивно отреагировали на то, что незваный гость снимал их праздник. Это чай. Здрасте, а на чаепитие не ждали? Мне вот девушка сказала, что чаепитие. Готовимся, да, с чаепитием. А в честь чего чаепитие, можете сказать? А вы кто вообще? Я гражданин. Представьтесь, Гражданин, представьтесь, ваше удостоверение. А почему у меня должно быть удостоверение? А вы вообще по какому праву здесь? А вы по какому праву здесь пьете? Что пьете? Вот это кто пьет? Что пьют? Что пьют? Я не знаю, что пьют, но я вижу коньяк. И я не знаю. Ну, стоит и стоит. Просто стоит, да, вы считаете? У вас чаепитие. Удостоверение, пожалуйста. Какое удостоверение? Ваше удостоверение. Вы Удостоверение кого? Сергея Владимировича Писарева. Ну, Удостоверение. дневник вам показать? Удостоверение Вы меня покажите. не орите, пожалуйста. Я директор прошу Вы предоставить откуда? Вы удостоверение. откуда? Я? Да, вы откуда? Я Салют, вы откуда? Я здесь живу, я местный. Не, вы откуда? Что? Я с улицы. Депутат или кто я вы? с улицы. А вы кто? Позвони по номеру. Пожалуйста, на улицу. Пожалуйста, вперед. Вызови 02. Женщина, Руки, пожалуйста, руки, пожалуйста, руки, Вы пожалуйста. вообще в своем уме? Не надо. Вы не уйдете отсюда. Пока не приедет милиция, вы отсюда не уйдете. Вы зашли как... Стоять. Эй, вы что, сбили? А что вы выражаетесь? Вы успокойтесь, Я вообще не вас что? Вы не уйдете. В Керчи коммунисты требуют отставки российской администрации города и Крыма. Более 500 человек вышли на акцию протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Горожане жалуются, руководство российской администрации Керчи подняли себе зарплаты. Теперь они должны добровольно уйти в отставку. Партии власти мы не верим. Функционеры из «Единой России» делают вид, что стремятся защитить социальные права. Правительство и дельцы-спекулянты безудержно повышают цены на тарифы. Зарплаты, пенсии и пособия стремительно теряют свою покупательскую способность. Но доходы чиновников и олигархов исправно растут. Если бы это были нормальные люди, подали бы в отставку, ушли и не позорили ни Путина, ни наш город славный, ни красивый Крым, ни себя. Подайте в отставку, уйдите. Не ждите, чтобы вас поганые
огромной метлой, как Олега Сачева, вымели и превратился в овощ. Крымские медики жалуются российской власти полуострова на то, что после присоединения к России условия их работы ухудшились. Сотрудники Керченской портовой больницы возмущены тем, что в Крыму больше нет республиканских больниц с отделением гемодиализа, куда раньше отправляли лечиться пациентов, сообщает Керчь-ФМ. Жалобы слушал спикер российской администрации Крыма Владимир Константинов. Я считаю, что третий уровень надо восстанавливать. Не разрушать, понимаете, разрушить просто. 40 лет, 40 лет был третий уровень. И на 41-м году, когда пришла Россия, казалось бы, должно быть лучше. Мы все ждали Россию, мы все так ликовали. Мы за вас все, что вы такие умницы, с Аксеновым, все возглавили. Мы очень радовались. А сейчас почему-то у нас стало хуже. Понимаете, в нефрологической службе стало хуже. Я всю жизнь отдала нефрологической службе и стала. 3 пропавших украинских военнослужащих, скорее всего, похитили. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. В ночь с 4 на 5 сентября на административной границе с Крымом 3 военнослужащих сдали смену и ушли купаться на дамбу, после чего не вернулись. Впоследствии выяснилось, что ночью к этому району со стороны Крыма подъезжали 2 автомобиля – УАЗ и Урал. И, возможно, незаконно задержали украинских военнослужащих. Що основна версія того, що вони були незаконно схоплені, вивезені на територію окупованого Криму російськими військовими. Ичкерия отметила День независимости. В столице Украины собрались чеченцы, которые не согласны с прокремлевским режимом. Большинство сейчас воюет в горячих точках на Донбассе, на украинской стороне. Почтили также память погибшего Исы Мунаева, генерала чеченского батальона имени Джохара Дудаева. Отметить День независимости Ичкерии в столице решили автопробегом. Утром машины с украинскими и чеченскими флагами проехали по центральным улицам Киева. День независимости моей родины, нашей родины. Нохчичо, страна Ичкерия. Страна, которая дружественна украинскому народу. И мы вместе боремся за нашу свободу. Далее отправились в Центральный дом офицеров. Открыли стенд памяти чеченского генерала Исы Мунаева. Здесь личные вещи командира, в частности форма, в которой он был, когда его ранили. Погиб Мунаев в Дебальцевском котле в начале года. Почтить память собрались и военные из других батальонов. Одно из хороших событий, то, что открылся уголок чеченского батальона, это, я думаю, начало создания освободительной армии всего Кавказа. И, конечно же, это очень важно для чеченского и грузинского народа, потому что сегодня обе страны находятся под российской оккупацией. Пришел отдать честь чеченскому генералу лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Пожелал вместе преодолеть общего врага. Сегодня мы чествуем человека, который ценой своей жизни отстоял честь своего народа. Вечная ему слава. Вообще, знаете, чеченцы очень мужественный народ. Приехал из благополучной Дании для того, чтобы вместе с нами отстаивать территориальную целостность и независимость нашей страны. Иса Мунаев – участник Первой и Второй чеченских войн. С начала конфликта на востоке Украины возглавил батальон имени Джохара Дудаева. Он был личным врагом Путина и Кадырова. Он приехал сюда по зову сердца, то есть ничего в этом не было, никакой корысти. Он приехал именно для того, чтобы помочь. Мы благодарны то, что не дают, то, что украинский народ не забывает о нем, то, что он действительно останется в памяти украинского народа, я думаю, на долгие века. Генерала вспомнили в молитвах. Слава Украине! Слава нации! Слава свободной Ичкерии! Эльвина Сидулаева, Наталка Калинка, Заман, АТР. Российское военное присутствие в Сирии увеличилось. Эта тема в последнее время активно муссируется в международных СМИ. Британская «Таймс» заявила, что Россия направляет военных и оружие для защиты режима Асада. Тем временем в социальных сетях российские военные выкладывают свои фотографии из Сирии. Владимир Путин подтвердил, что Москва оказывает Дамаску военную помощь, но только в рамках контрактов, заключенных 5-7 лет назад.
Молдаване требуют отставки президента, правительства и перевыборов. В Кишиневе прошел масштабный многотысячный антиправительственный митинг. Социально-политическая сила «Достоинство и правда» собрала митинг с требованием отстранения олигархов от власти, перевыборов президента и парламента из-за имитации реформ, а также с требованием привлечь к ответственности виновных в хищении миллиарда евро из молдавских банков. Всего на главной площади в Кишиневе собралось более 50 тысяч человек с флагами Молдовы и Румынии. Митинг продолжался 6 часов. Организаторы акции устроили палаточный городок. Акцию объявили бессрочной. Сегодня даже возвращение украденного миллиарда евро из 3 коммерческих банков не сможет удовлетворить граждан. Должна быть смена власти, нынешнее правительство должно уйти в отставку, должны быть проведены досрочные выборы. Мы хотим быть Европой, хотим, чтобы наши дети оставались дома, родители, чтобы заботились о них. Мы хотим покончить с бандитами и ворами и стать цивилизованной страной. В Испании на ралли произошла трагедия. Гоночный автомобиль протаранил зрителей. В результате аварии погибло 6 человек, среди которых ребенок и беременная женщина. Еще 16 получили ранения. По предварительным данным, водитель потерял контроль над машиной. Сам он не пострадал, передает РБК. Во Львове продолжается первый в Украине фестиваль переселенцев и львовян. Местные жители имеют возможность ближе познакомиться с музыкой и культурой переселенцев. Крымско-татарские мастера проводят мастер-класс по гончарному искусству. Фестиваль продлится еще неделю. Из Львова наша съемочная группа. Певно, що потрібен. Та треба якось, щоб Україна єдналася. Цитирую известную песню из фильма «В бой идут одни старики». Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. По мнению организаторов, фестиваль удался и достиг поставленной цели. Находясь здесь, на материковой части Украины, не в Крыму, мы все равно должны быть полезными для Крыма. История знает очень много примеров, когда культура сберегалась, развивалась в эмиграции. Я думаю, что это подобный случай. Все, что мы здесь придумаем, все эти модели мы перенесем потом в Крым. Шевкет Зморка, Эльвира Сарыхалил познакомили жителей Львова с крымско-татарской музыкой. Перед концертом прошла фотовыставка «Лица переселенцев» и выставка «Ярмарка украинских и крымско-татарских ремесел». Елена Немировская год назад вместе с мужем и сыном приехала из Евпатории. Говорит, ее хобби – плетение бисером – единственное, что спасает их семью. На выставке представила свои работы. Скучает по Крыму. Мы вынужденные переселенцы. Когда мне говорят беженцы, я говорю, мы не беженцы, мы переселенцы. Мы переселились и временно. Я надеюсь, очень хочется вернуться, очень моря не хватает. На панельной дискуссии с участием главы Меджлиса крымско-татарского народа поднимались острые вопросы. Крымские татары, которые находятся на материке, что бы здесь ни делали бы, они свое будущее должны связывать с Крымом. Крым будет освобожден от оккупации. Ну, конечно же, это будет не завтра с утра, как мы этого хотели бы, но это не будет длиться и десятилетиями. Покинувшие Крым крымские татары должны сохранить себя, сохранить свой язык, так как мы все вернемся на родину. Манящий вкус плова от мастеров, необычный ароматный кофе от жителей Львова, крымско-татарская вышивка, роспись хной, украинские сопилки и красивая музыка. Фестиваль продлится до 13 сентября включительно. Лилия Зенедин, Асан Иминов, Заман, АТР. Эстрадное пение и классическая музыка. В Национальном дворце Украины состоялся концерт «Мадонна Украина», посвященный памяти музыканта Ивана Карабица. Украинские певцы исполняли песни в сопровождении симфонического оркестра. Руководил оркестром сын композитора, всемирно известный дирижер Кирилл Карабиц. Я надеюсь, что сегодняшний концерт хоть немножко передал то тепло и ту бесконечную любовь Ивана Карабица к своей родине. В первую очередь, как много у него песен о родине и о любви к Киеву, о том, что нужно все... Вот даже сейчас Сергей Бабкин поет о том, что да, ты бедно-прибитна, богато-богато. И сколько в тебе боли, моя Мадонна Украина. Великолепно, мне нравится. Особенно Огневич Джамала. Ну, хороший концерт, приятный, хорошая атмосфера. Так что я довольна. Ребята из первой столичной крымско-татарской футбольной команды «Адалет» свою первую игру сыграли в ничью. Матч закончился со счетом 3-3. В эти выходные соперником «Адалета» стала команда «Спортинг». Ребята участвуют во второй лиге чемпионата Киева.
Матч начался в 8 часов вечера. На поле новоиспеченная команда «Адалет» и «Спортинг». Нервная игра. На 20-й минуте матча игроки «Адалета» открыли счет. Но уже через 5 минут забили второй мяч в ворота «Спортинга». В начале второго тайма «Спортинг» забил гол. Но быстрый ответ от «Адалета» и счет уже 3-1. До конца матча остается больше 6 минут. Команда «Спортинга» забивает второй гол в ворота «Адалета». Уже в дополнительное время «Спортингу» удается забить третий мяч. Звучит финальный свисток. Матч закончился со счетом 3-3. Голкипер команды «Адалет» Эмирали Мустафаев мечтает стать государственным управленцем, а также возглавить Министерство инфраструктуры Крыма. Большие переживания, но после первого отбитого мяча стало играть уже чуть-чуть полегче. Ну, в общем, я считаю, что наша команда показала довольно-таки неплохой результат для первой игры, потому что в таких соревнованиях подобных мы участия не принимали ни разу. А это Исат Алимов, капитан команды «Адалет». С самого детства влюбился в футбол, говорит полузащитник. Тяжелый матч, соперник очень сильный, но ребята молодцы, все выложились до конца, просто на все 100 выкладывались. Большие шансы закончить игру с выигрышем. Но ребята где-то немного под конец расслабились. Расслабленность это отразилась на игре. Ребята из команды «Адалет» сыграли свою первую игру в чемпионате. Сейчас же сезон еще впереди. Алим Абдулхаиров, Олег Казыкин, Заман, АТР. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Будьте с нами.